Для Кыргызской республики проблема устаревших пестицидов продолжает оставаться одним из высших приоритетов правительства Кыргызской республики. Основными источниками СОС Кыргызской республики являются устаревшие пестициды, оставшиеся в могильниках и складах со времени Советского Союза. Эти химикаты долго сохраняются и в почве, и в воде, как вам известно, загрязняя экосистемы и нанося долгосрочный вред биоразнообразию. Мы осознаем, что такие загрязнители особенно опасны в условиях нехватки ресурсов для их безопасной утилизации. В 2003 году, почти 22 года назад, была проведена первая инвентаризация стойких органических загрязнителей. В 2021 году Кыргызстан провел последнюю инвентаризацию, включая устаревшие пестициды и ПХБ. По результатам инвентаризации было выявлено около 5000 тонн ДДТ на 3 могильниках и 62 бывших складах сельхозхимии. Требуются срочные меры по утилизации устаревших химикатов. В 2014 году при поддержке мирового сообщества была проведена переупаковка устаревших пестицидов, около 200 тонн ДДТ в специальной емкости для их перевозки и уничтожения. Однако, согласно Базельской конвенции, отсутствует возможность вывоза этих химикатов из-за запрета других стран на транзит опасных отходов через их территорию. На сегодняшний день в Кыргызстане нет приемлемой и безопасной технологии уничтожения устаревших пестицидов. В связи с этим была начата работа по перезахоронению устаревших пестицидов, что является временным решением существующих проблем. Когда-нибудь придется их снова выкопать и утилизировать. В рамках реализации проекта ФАО «Управление жизненным циклом пестицидов и уничтожение СОС пестицидов Центральной Азии и Турции» было предусмотрено финансирование строительства современных складов для хранения устаревших пестицидов в Жалабатской области и Чуйской